Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный праздничный пирог. В старые времена, еще во времена моей бабушки, когда ходили в гости, пекли вот такой пирог и несли с собой как гостинцы. Сегодня мы с вами попробуем тоже испечь такой пирог. Для этого пирога нам нужно будет дрожжевое тесто. Для теста мы берем 2 яйца, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 200 грамм теплого кефира и 10 грамм дрожжей. Будем замешивать очень мягкое тесто. Добавим 70 грамм растопленного мягкого сливочного масла. Вот такое мягкое тесто я замесила. Сейчас ее уберу на расстойку, примерно на час, может даже на полтора, чтобы хорошо поднялось. Накроем ее пленкой и подставим в теплое место. Наше тесто подошло. Вот такое пушистое, мягкое тесто получилось. Сейчас мы будем его разделывать. Очень мягкое тесто. Сейчас мы ее делим на 2 половинки. Мы пока уберем, одну раскатаем. Вот такое тесто я раскатала. Ну, примерно 5 миллиметров. Делаем бортики. И положим нашу начинку. Начинка у меня повидло, здесь 500 грамм. Повидло я сама делала, можно любую, покупную магазина. Можно густое варенье, джем, что у вас дома есть. Равномерно распределяем. Это я раскатываю в верхнее тесто. Мы пирог просто закрывать не будем, а будем делать фигурным его. Для этого надо будет нам нарезать полоски. Сейчас из этих полосок будем заплетать в косичку. Сейчас соединяем. Нам косичка нужна длинная. И продолжаем заплетать. Вот такую косичку я заплела. Сейчас бортики пирога опускаем. И аккуратненько будем укладывать нашу косичку. Сейчас будем полосками украшать верх нашего пирога.
Вот такой пирог я сделала. Здесь сделала сеточку. Сейчас этот пирог сразу в духовку не ставим. Ее оставляем для расстойки примерно на 1 час. Он должен хорошо подняться. Целый час стоял наш пирог на столе. Вот поднялся он. Очень красивый стал. Сейчас мы его смажем яйцом. И печем при температуре где-то 180-200 градусов. Это у кого какая духовка. Где-то 35-40 минут. Пока как зарумянится, красивый станет, значит уже будет готов. Наш пирог готов. Вот такой красивый, очень румяный пирог получился, очень праздничный. Сейчас мы его попробуем разрезать. Очень мягкий, прям уж невесомый. Пушистое тесто. Смотрите, вот какой пирог получился. Очень вкусный. Попробуйте вы тоже приготовить. Здесь очень даже простые продукты. Ничего такого сложного нет. Любой человек может приготовить. Так что попробуйте, приготовьте. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.